Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас урок русского языка. А чтобы узнать тему нашего урока, вам нужно отгадать слово. Подумайте, это слово состоит из 8 букв. А теперь давайте мы это проверим. Это слово «космонавт». Значит, ребята, сегодня мы будем говорить о космонавтах. Тема нашего урока – первые путешественники в космос. На этом уроке вы будете составлять вопросы, отвечать на вопросы, а также использовать глаголы, которые обозначают завершенность действия. Ребята, посмотрите очень интересное видео. Интересно, зачем Белка и Стрелка летали в космос? Белка и Стрелка – первые в мире собаки, совершившие настоящий космический полет. 19 августа 1960 года Белка и Стрелка 17 раз облетели Землю, проведя в полете 25 часов. За это время они преодолели расстояние 700 тысяч километров. Прежде чем полететь в космос, Белка и Стрелка долго тренировались. Учились принимать космическую пищу и носить специальную одежду с датчиками. А еще привыкали жить в очень тесном пространстве. Вернувшись на Землю, Белка и Стрелка сразу же стали всеобщими любимцами. В космос они больше не летали. Зато уникальные данные, собранные во время полета двух отважных путешественниц, позволили ученым правильно спланировать и запустить в космос человека, первого космонавта Юрия Гагарина. А теперь задание. Ребята, если вы посмотрели видео, то нужно составить вопросы. Вам даны слова, которые нужно поставить правильно. Так поставить, чтобы получилось вопросительное предложение. Проверьте, какие у вас получились вопросы. Сколько раз вращались Белка и Стрелка? Что совершили Белка и Стрелка? Сколько времени провели в полете Белка и Стрелка? А теперь, ребята, надо очень внимательно послушать текст. Космонавт надевает особый космический костюм. Это скафандр. Он защищает космонавта. В космосе человек и окружающие предметы теряют вес. Это состояние называется невесомостью. Планеты, спутники, космические корабли имеют свой путь. Этот путь – орбита. В космосе есть космический дом, где работают космонавты. Это орбитальная станция. Первый вопрос. Что такое скафандр? Выберите один из вариантов ответа. Скафандр – это защитный костюм космонавта. Второй вопрос. Что такое орбита? Вспомните текст. Проверяем, ребята. Орбита – это движение тел по определенному пути. Третий вопрос. Что такое орбитальная станция? А теперь проверьте. Орбитальная станция – это космический дом космонавта. Ребята, будьте внимательны. А теперь грамматическая тема нашего урока. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Сейчас вы изучите правила, а затем мы выполним задание. Внимание на экран.
Итак, вы изучили правила о глаголах совершенного и несовершенного вида. Давайте выполним задание. Посмотрите на экран, нужно открыть скобки и вставить глаголы, которые обозначают завершенность действия. А теперь проверим. Юрий Гагарин подошел к космическому кораблю. Что сделал? Подошел. Перед входом в кабину он снял обувь. Что сделал? Снял. Друзья заулыбались и спросили. Что сделали? Заулыбались, спросили. Зачем ты снял обувь? Корабль – это дом. А перед входом в дом снимают обувь. Серьезно ответил Юрий Алексеевич Гагарин. Что сделал? Ответил. Проверьте вашу работу. Значит, глаголы совершенного вида указывают на завершенность действия и отвечают на вопрос «что сделал?». А теперь, ребята, я хочу вас познакомить с первым космонавтом Казахстана. Это Тохтар Аубакиров. Он полетел в космос 12 октября 1991 года. А наше домашнее задание связано с именем первого космонавта. Вам нужно прочитать текст о нем и выписать из этого текста выделенные глаголы и определить, на какой вопрос отвечают выделенные глаголы. А теперь, ребята, давайте проверим рефлексию «большой палец». Если вам было интересно, если вы выполнили все задания, поднимите палец вверх.